века Ижевская, она объяснила, что это такое, почему, что это за такой триптих, и откуда 3 века взялось, если все знают, что 263 10 века регистрировалось. Ну, это связано с тем, что я решил все-таки начать не буквально вот с закладки завода, начать с того, что привело к основанию. С чего это вдруг мы тут среди лесов, среди болот завелись в уральской глуши. Поэтому вот основная тема все-таки здесь это предпосылки завода, отцы-основатели Ижевска. Что они из себя представляют, почему они выбрали это место, какие люди сюда приехали, какие фамилии славные вот начинались 3 века назад. Почему юбилей? Ну, тут должен сказать, что у меня, во-первых, в этом году исполняется 50 лет научной деятельности, то есть я должен как бы отчитаться за полвека в науке, и 80 лет просто жизни, поэтому вот юбилей. А почему такие даты? 1719, потом 1919, 819 и 1919. Почему такие даты вот в качестве этих рубежей 3 веков, 3 лекций? Потому что в 1719 году, я об этом еще расскажу с картинками, Петр I, которого тоже можно считать основателем Ижевска, понимаете, вот все ниточки-то идут с него. Петр I издал такой указ о горной свободе. Горная свобода, она, собственно, и привела вот ко всему тому, что мы вот здесь имеем. Это 1719 год, начало предыстории Ижевска. 1819 год – это год, потому я избрал таким рубежным годом, потому что это появление первых кафтанщиков, а кафтанщики – это такая главная слава Ижевска, нигде столько не было этих золотых кафтанов царских, как у нас по всей России нигде таких не было. Ну и 1919, третий рубеж, это окончательное установление советской власти. Советская власть у нас не в 17 году, то есть она в 17 году, конечно, но после этого столько всего было, такая кровавая каша была, что только в 19 году у нас началась более-менее такая нормальная, мирная советская жизнь по советским правилам, там, со своими грехами. Ну, это уже вот третий последний. Вот я вам объяснил вот это самое рубежи 3 века Ижевска. Материала здесь у меня, конечно, очень много, как вы понимаете, за полвека я много чего накопал, чуть не каждый день сижу в архивах, что-то выбираю. Самое главное не найти что-то в архиве, самое главное найти место для этой информации, то есть куда-то в картотеке там вставить, это наиболее трудно. А найти, ну что сидишь, выписываешь, это многие так, наверное, из вас делают. Так что сказать много что можно, но лекторий, в общем-то, не резиновый, поэтому только 3 лекции. 3 лекции, и упор я буду делать здесь вот все-таки на личности. Ключевые личности истории 1 века истории Ижевска. Вот так вот, по заголовку. Но надо начать, очевидно, так. Да, вот уральские древности, первая часть, это я расскажу, собственно, о самом Урале, что из себя Урал представляет и как мы тут это оказались. И вообще к Уралу не относимся. Вопрос. Все, наверное, себя относят, не называют себя уральцами. Ну, вторая, естественно, железнодорожный завод, Шуваловский, так называемый, основание оружейного завода. И 4-я часть, наверное, самая главная, самая такая мне близкая, это, тем более, что мы сидим рядом с уникальным артефактом, все обратили внимание, да? Особенно город, который построил Семен Дудин. Много чего было для Семена Дудина неплохого, но таким вот качественным, европейским, имперским городом он стал только благодаря тому, кто вот лежал под этой плитой. Так что эту плиту надо цветочками окружать, там, я не знаю чем, приводить там этих градоначальников на поклон Семену Емельяновичу. Много чего тут надо делать около этой плиты. Вот такой план лекции на 1,5 часа. Попробую что-нибудь рассказать. Так, с чего начиналась наша история? Наша история начиналась, ну я уже говорил, с Петра I, в общем-то, но можно начинать и с Ивана Васильевича. Вот это 2 октября 1552 года. Иван Васильевич, который Грозный, взял Казань,
и проломил, как говорится, ворота на Урал. Не было бы этого трагического для кого-то радостного события, не было бы Ижевска. То есть предыстория, в принципе, еще оттуда идет. Ну, вы знаете, что обычно принято ведь Петра I называть создателем империи. Первый император, империя и так далее, вперед, ура. Но, в принципе, и уже при Иване IV уже были черты империи. Уже получилась такая огромная страна, огромная держава, многоконфессиональная, мусульмане, хотя вот тут изображен такой, там эти ханы кланяются ему, там целуют крест, там много чего, и геноцид был татарский, много чего было. Но тем не менее, и мусульмане стали спокойно жить, и принимать российское подданство, и служить царю-батюшке, сохраняя свою веру или переходя в православие. То есть это уже были вот черты империи. Некие такие регионы, национальные регионы, где татары, там и удмурты рядом под боком. Кстати, удмурты защищали Казань от Ивана Грозного вместе с татарскими князьями, арскими князьями и так далее. То есть это и нас касается, вот эта история, взятие Казани. Ворота были открыты на восток. Началось постепенное освоение Урала. Что такое Урал? Давайте разберемся с этим понятием. Урал имеет много всяких разных названий. Рифей, красивое такое название, Рифей, Рифейские горы, но это античность, это все понятно. Иногда называют это пояс, да, раньше, вот во времена Ивана Грозного и в другие времена, называли Урал просто пояс. Вот такой пояс. Все понимали, что он что-то такое разделяет. Вот Европа, вот Азия. Хотя, может, не понимали, где они там живут, Европа, Азия. Ну вот раздел какой-то, водораздел. Реки тут, одни реки текут сюда, другие туда. Пояс. Каменный пояс, земной пояс, камень. Просто весь Урал называли камень. Это вот такие старые красивые названия. Ну, осталось в конце концов Урал. Урал-Батыр, Седой Урал и так далее. Мы, в общем-то, дети Урала. Мы к Поволжью такое отношение имеем только, так сказать, нынешние вот все эти административные там зоны, так сказать. Но исторически мы дети Урала, мы порождены уральскими технологиями, основывали нас уральские мастера, горно-волгодатские мастера, плотину строили уральцы, никакие не удмурты не могли строить плотину, не было плотины удмуртов. Зачем приписывать зря? Некоторые куда в музее Ижевска висит там огромная картина, удмурты строят плотину Ижевского завода. Фантазия абсолютно. Уральцы, уральские технологии, уральское сырье, все вот здесь с этим связано. Итак, когда началось, да, значит, был Иван Васильевич, бог с ним, жестокий был, да, вот такой Урал, понятно. И вот появляются, еще до Петра даже появляются, здесь Петр I и Никита Демидов, Невьянск, памятники, Невьянске. Памятники Никите Демидову есть и в Туле, много их этих памятников. В Камбарке можно поставить, в принципе, Камбарка, Демидовский завод, Нефлавовский. Так вот, когда началось вслед за вот тем, что Иван Грозный проломил, началось промышленное освоение Урала. Самым первым заводом, или точнее заводиком, завод как-то это не выговаривается по отношению к этому, но все-таки самым первым таким предприятием железоделательным был в 1630 году, то есть еще задолго до Петра, Ниццинский завод, Ницца. Ну, вы знаете, есть Ницца, которая на Лазурном берегу, есть Ницца у нас на реке Ницца, недалеко от Ирбита. Вот Ниццкий железоделательный завод стал первым в России государственным железоделательным заводом. Хотя, в общем-то, еще раз говорю, это был не столько завод, сколько такие полукустарные мастерские. Но, тем не менее, была руда, железная руда, плохая руда. Больших этих рудников еще не нашли. Так называемая болотная руда. Но, тем не менее, из нее уже где-то в первые 2-3 года сколько там пищали, мечей, топоров отковали. То есть вот началось промышленное освоение. Ну, в какой-то степени дети вот этой самой Ниццы. Помните, Волков там это грозился по поводу набережной Ниццкой. Я всегда вспоминал вот Ниццкий завод, с которого все начинается.
Значит, вторым заводом стал Невьянский завод. Невьянский завод – это уже 1699 год. Это уже русские времена. Это уже он строился, долго строился. Он уже строился именно как завод, не какие-то там мастерские полупустарные, как город-завод. Такое понятие скоро появилось. Город-завод, то есть соединение селитипной территории, промышленной территории, все это очень ценно. Невьянский завод в 1702 году Петр I, вот как раз на памятнике этот момент, когда Петр I отдает еще недостроенный Невьянский завод, отдает в руки Никите Демидову. Тульский кузнец, который там много чего пообещал, я там, государь, тебе накую там этих ружей, там чего, вот, уломал государя, отдал он ему завод. И Никита начал не просто развивать этот завод, и эта башня знаменитая появится, и много чего другого появится, но начал и другие территории захватывать. То есть вот, начиная с этого хищническое освоение Урала. Кто там что найдет, вот все надо себе, надо новые заводы. Самое выгодное дело, как вот где-то там 80-е, 90-е годы нефтяные, там не знаю какие олигархи наши возросли, все из комсомольцев, кстати. Так и тогда вот эти тульские товарищи, плюс там всякие питерские, вот, начинали осваивать Урал по полной. Крутые были времена. Значит, иногда нас, Ижевск, некоторые не очень грамотные товарищи, историки по образованию, называют ворота Урала. Мы вот Ижевск, мы ворота Урала. Якобы с нас начиналось освоение Урала. Мы тут еще вроде бы как дорога. Это абсолютная глупость. Если вы где-то такое слышали, то сразу не забывайте этот термин. Мы задворки Урала. Надо, как говорится, не перехваливать себя, а честно понимать вот место нашего города-завода в общеуральской такой, так называемой горно-заводской цивилизации. Мы задворки Урала. У нас поздно это все дошло. 1760 год дошло. Если уж что-то называть воротами Урала, то это, конечно, Казань. В Казани вот, были первые такие горные начальники, которые из Казани уже снаряжали экспедиции сюда, и Алексей Москвин из Казани, фактически основатель Ижевска, и многие другие. Казань, затем Пермь. Из Перми тоже отправлялись по рекам, по Чусовой, там, по другим рекам и дальше, и так далее. Челябинск. Вот Челябинск действительно полуофициально, у него такой бренд, что ли, имидж, мем челябинский, врата Рифея. Вот мы себя вратами Урала не можем назвать, это глупость. Но Челябинск это да, врата Рифея, через них на всякие эти башкирские верблюжьи пути, у них там памятники даже стоят челябинские, верблюды, там, башкиры что-то везут и так далее. Да, это врата Рифея, врата Урала. Ну и в какой-то степени воротами Урала можно назвать Вятку. Вятка для нас губернский центр. В Вятке тоже иногда бывали эти горные начальники, приезжали к нам, инспектировали, но мы такие особые, мы себя ветчанами, в общем-то, не считали, хотя вроде по административной принадлежности ветчане, не вятичи, не путайте, вятичи, совсем другое. Мы вроде бы ветчане, но мы все вот как-то нос кверху держали. Мы не вятские, мы вот уральские, у нас там в Екатеринбурге горный начальник всего горного округа и так далее. То есть вот такая специфическая была ситуация со всеми этими делами. Так, это значит у нас Петр и Никитушка. Вот единственный подлинный портрет Никиты Демидова, такой он, конечно, неумелый, какой-то весь перекошенный, но вот такой характер. Тульский мужик, тульский кузнец, который вот нахрапом это все стал осваивать и поднял эту нашу уральскую промышленность. Другой памятник, все Невьянский. Так, что-то я не нажимаю. Так, ну и вот подходим к самому, собственно, основанию шестидетного завода. Я уже говорил, что это 1760 год, это 10 апреля. Кто же был основателем? Ну, принято считать, и памятник стоит у нас
Шувалов. Ну что Шувалов? Шувалов это инвестор. Он рискнул, он вложил деньги. Он нанял Москвина, там, других товарищей. Они стали подбирать какие-то ключики вот к этим новым территориям. То есть реально нашим основателем является Алексей Степанович Москвин. Замечательный человек, родился в 1723-м, скончался в год смерти Дудина, в 1779-м скончался. Он горный чиновник, Шувалов его переманил к себе на службу, и вот он, собственно, по заданию Шувалова, Шувалов дальше Москвы не выезжал никуда, восточнее Москвы, поэтому, если уж кому памятник ставить, то ставить именно Москвину. Что он делал? Ну, во-первых, у него уже был большой опыт по работе на Урале, на Волгоградских заводах, Баранчинских заводах. Он уже, как говорится, тертый калач, он знал всю эту гидротехнику, плотинное дело и так далее. Ну, вот надо объяснить сразу, что такое плотина и что такое плотинное дело. Ой, я что-то там нажимаю. Шувалов. Да. Вот, это рисунок Ремезова, Семен Ремезов, точнее не рисунок, а чертеж. Семен Ремезов это замечательный такой, ну и картограф, и путешественник, и мемуарист. То есть говорить о 18 веке, не читая Ремезова, не видя его карт, не видя его рисунков, невозможно. Это один из главных источников, особенно по истории Урала и Сибири. И вот Семен Ремезов как раз тут изобразил вот эту технологию строительства уральской плотины. То, чего здесь никто до этого не делал. Еще раз говорю, коренные народы, Муртом, и так далее, плотины строили. Водяных мельниц не было, ветряных мельниц не было, были другие у них свои, то есть в чем-то хорошие, в чем-то отсталые технологии, ну что есть, то есть. И вот плотина. Плотину надо было строить особым образом. Сначала выкапывалась большая траншея, 10 апреля как раз начало строительства этой траншеи. Начали ее строить, естественно, с востока, с высокого берега, с Нагорного берега. С Нагорной части будущей начали прокапывать траншею, потом стали, значит, делать слои трамбованной глины, слои там всякой хвои, ну, такой слоеный пирог, в общем-то. Вот получилось. Да, вот делали клети, вот тут как раз изображены забивка свай, вот клети там изображены, вот эти клети, срубы, то есть плотина это сложнейшее сооружение. Ничего другого более сложного у нас и в 18 и в 19 веке не было плотины. И срубы, все это набито особым образом. Через это идут прорезы, трубы, большие трубы, некоторые в человеческий рост. Эти трубы ведут к колесам, вода падает в колеса. Тут вот, кстати, еще одна технология. На Урале были исключительно наливные колеса. Наливные колеса, то есть колеса с черпаками. Вода наливается в черпак, и колесо под тяжестью черпака движется. В Туле совершенно другие. В Туле вообще в Европе совершенно другие принципы. И в Западной Европе совершенно другие принципы. Там вода снизу, пруда не надо, там только река. Зачем пруд? Река бьет в плицу, плоской плицей колесо вертится. То есть им пруда не надо, у нас надо пруд. То есть вся суть уральских заводов – наличие пруда. Чем больше пруд, тем больше так называемой рабочей воды. Чем больше рабочей воды, тем больше колес. Чем больше колес, тем больше станков, ну и так далее. Связь прямая. Поэтому почему мы такие вот гигантские наши корпусы? Нет картинки, ну дойдем еще до главного корпуса. Почему он такой гигантский? Потому что большой пруд. Самый большой пруд. На Урале и в России некоторое время был самый большой. То есть вот это гидротехника. Гидротехника – это изобретение уральцев, уральских плотинных мастеров. В какой-то степени, значит, вот уже по части колес, там, по части передачи этой энергии, тут была использована саксонская техника. Ведь очень многие наши горные начальники 18 века, они немцы по крови. Они были завербованы еще при Петре, и до Петра даже еще их вербовали, этих горных саксонских, особенно саксонских мастеров.
И они нам эти свои передовые технические достижения сюда переносили, мы их осваивали. То есть это мы вот часть Европы были, даже 18 лет, по технологиям. В чем-то отстали, конечно, но... Итак, гидротехника. Объясню. Что дальше у нас? Да, ну, начнем, конечно, с Шувалова, да. Все-таки, хоть я его тут поругал, но куда же деваться, понимаете? Без олигархов жизни нет. И сейчас тоже олигархи правят, хоть они там, может, как-то замаскировались, но олигархическое государство, и хорошо, и плохо, не знаю. Вот типичный, один из первых в России олигархов, фактически премьер-министр. Пол России под ним был. Половину Урала захапал в борьбе с наивными такими простаками, типа Тевкелева. Ведь, в общем-то, мы основателями Ижевска, инвесторами Ижевска, хозяинами Ижевска мог быть не граф Шувалов, а мог быть крещеный татарин Тевкелев. Он был переводчиком при Петре Первом, он основатель Челябинска, он очень такой... умел находить язык с башкирами, переводчиком был. Был послом там, в Малой Орде и так далее. Замечательный человек, намного более такой дипломатичный, намного более честный, чем Шувалов. И, в общем-то, вот эти земли по Ижу, они ему принадлежали. По Ижу болото. Это была его территория, отведено ему царскими всякими милостями, Тевкелеву. Но Петр Иванович, он, как говорится, перебил. Война олигархов, это Тевкелев не олигарх. Война олигархов вот с таким выходцем из низов, да еще крещенным татарином, она, естественно, закончилась победой олигархов. А так бы у нас стояли памятники Тевкелеву. Бог не знает, наверное, это было бы лучше, я так понимаю. Потому что Тевкелев нашел бы общий язык с удмуртами. Коль он с башкирами, сам татарин, с башкирами общий язык находил, и башкирские все эти бунты там прекращал дипломатическим путем, а не расстрелами. Челябинск основал на башкирских этих землях. Точно так же он и с удмуртами мог бы поладить, и не было бы вот этого пугачевского безобразия и всего прочего. Видите, еще как-то надо понять, что лучше, что хуже. Но получилось так, что Петр Иванович стал нашим царем-основателем. Мы ему памятник поставили, дурацкий памятник, прямо скажу. Патриотизма у меня отношения к нему нет. Чего он там стоит в мэрии? Почему в мэрии? Какое отношение к мэрии имеет? Никакого. Ну, потому что только Тюрин, бывший мэр, он с Иштали. Ну и вот он к себе, вот мы вот. Ну, спасибо и на этом, конечно. Но памятник, во-первых, абсолютно не похож на реального Шувалова. Шувалов это мощный мужик, такой, знаете, типичный олигарх, даже просто по внешности. А там какой-то щупленький унтер-офицер. Совершенно не солидный памятник. Ну, спасибо и на этом. Что ж, я вот поступал на открытие. Дай Бог этого. Ну, лучше было бы, да. Вот почему он, собственно, почему он победил Тевкелева и почему он забрал эти все наши земли. Потому что его брат Иван Иванович был фаворитом, любовником, то бишь, Елизаветы Петровны. Ну, понятно, вот, как говорится, что она шепчет, он ей, то она и разрешает Шувалову старшему. То есть Елизавета Петровна всему этому потворствовала, и все суды же были, огромная переписка есть по этому поводу, Шувалов, Тевкелев. Все суды он, естественно, выигрывал. Земли стали шуваловскими. Елизавета Петровна его очень часто изображали Шувалова. Это вот мозаичный портрет, живописные портреты, есть, гравюры есть. Вот гравюра, где он опирается на единорог. Ну, я, конечно, зря его так очень сильно ругаю. Да, олигарх, да, жадный, но он, ко всему прочему, еще и все-таки изобретатель, еще по оружейной части. И вот эта пушка, на которую он опирается, это его знаменитый единорог. Вот этот единорог. С овалистого калибра. Видите, какой у него там калибр?
секретная пушка, вот эту дуру у нее забивали пробкой, чтобы никто там не срисовал, вот, в чем ее секрет. Она более 100 лет стояла на вооружении русской армии. Автомат Калашникова меньше стоит. Понимаете, это при всем при том, все-таки человек, который дал толчок еще и будущему оружейному заводу. Почему? Потому что именно Петр Иванович Шувалов подписал, не помню в каком году, он подписал там указ, как генерал-фельдцехмейстер, о взаимозаменяемости деталей оружия. То есть это принцип, золотой принцип всего будущего оружейного производства до наших дней. А начиналось все с него, с генерал-фельдцехмейстера, то есть начальника всей русской артиллерии Петра Ивановича Шувалова. Это роскошный совершенно мраморный огромный бюст Шувалова стоит в Эрмитаже, в зале французского искусства. Это скульптор Никола Жиле. На него тут, видите, каким-то львиная шкура, орден Андрея Пирозанова, там все. Это вот такой порода, мощь. А что у нас стоит? Точно, там изгибается кокетливая краска. Вот такой бы отлить в бронзе поставить, это я понимаю. Уважение к его деньгам, потратился хорошо на Воткинский завод, на Ижевский завод, разорился на двух наших заводах, потому что деньги выкладывают за плотину, там, за все прочее, на суды с Тевкелем, разорился он на наших заводах и помер, в общем-то, ну не то чтобы в нищете. Вот это его могилка Александровской лавры, начальство наше об этой могилке забыло, памятники ставят, цветочки-то я подносил к нему, а не, значит, какие-то мэры наши. А могилка, как вы видите, очень такая хилая, потрескалась вся эта скромненькая могилка человека, который, по сути, всей России команды. А это какой город-то? Петербург, Александровская лавра. За Кутке там всей России правильно. Вот видите, конец олигарши. Печально. Герб его, прекрасный герб. Кстати, вот когда лет 20 уже, герб Ижевска убирали, один из вариантов был с использованием вот элементов этого родового герба Шувалова единорог. Ну, в центре единорог. Единорог — это намек на ту пушку, ту мортиру, которая вот его изобретение. Всякие там рыцарские короны, герб российский и так далее. Хороший герб, красивый герб, романтичный герб. И в принципе его какие-то элементы можно было использовать для городского герба. Треугольничек вот золотой, там гранаты, ну или бомбы, как можно назвать. Тоже вот намек на то, что это человек от оружия, генерал-фельдцехмейстер. Видите, непростая личность. Почему такая надпись за верность и ревность? Почему ревность? Ревность в смысле ревнивость, ревнивая ревностное служба. служение, Да. понятно, да. Так что, вот, видите, ну что такое? Ну как балетмейстер какой-то, росточек. И точненький. Он могучий мужик, вот такой, отъелся на всех этих миллионах. Рано или поздно, конечно, у нас передвигать его нет смысла куда-то на плотину, но рано или поздно, где-то вот ближе к плотине, хотя бы в Долговом мосту, что ли, что-то более качественный памятник должен, конечно. Какой-никакой, но инвестор, инициатор закладки Ижевского завода. Плита, и тут и отец это составлял им металлургом. И вот самое первое изображение Ижевского завода. Это 70-е годы 18 века. Древнее никакого изображения я не нашел, самое древнее. Здесь всего 3 улицы: Береговая, Базарная, ну и немножко там угадывается Куриная улица. Называть их еще никак не называли в делах того времени, названий улиц нет. Просто нет и все. Что их называть? Ижевский завод, дом такого мастерового, такого-то, все, вот и весь адрес. За рекой, только видите, три усадьбы с огородами. Цеха, вот перпендикулярно плотине, видите, цеха, только 2 цеха, они все деревянные, каменного ничего не было, вообще ничего не было. Весь 18 век ничего каменного у нас не было. Был только, значит, каменный такой подвал. В деревянном здании заводской конторы был каменный подвал для хранения казны. Но это подвал, чтобы не сгорела казна.
так абсолютно все деревянное. Но вот что замечательно, выше, вот видите, выше, севернее кварталов, темный такой прямоугольничек около берега, это госпиталь. Как ни удивительно, но в 70-е годы и людей-то у нас с гулькин нос. А сколько населения? Госпиталь. Население как сколько было в основании? При основании. Интересный вопрос. Сколько людей было при основании? 10 апреля 1760 года ни одного не было жителей Ижевска. Потому что, я еще раз говорю, приехали, пригнали, значит, Москвин, Алексей Степанович Москвин пригнал с Городских заводов где-то, не более 50 этих плотинных мастеров, и они вот где-то там в палатках, в шалашах жили, как бы командировали. Но потом они осядут здесь, потом будут там приписывать, пригонять сюда, значит, отовсюду, переводить сюда с того же Городского завода, то есть сначала было человек 50 вот этих первых строителей. Ну вот здесь уже, судя по количеству кварталов, уже так, значит, сколько, 10, 15 кварталов, в каждом где-то по 10 домов, 150 домов, 200, 300 человек, 300, 500. Получается, что и Казанская улица еще нет здесь, да? Нет, в Зарика нет улицы. Ага. А вот с 82 года, это 4-я ревизия, да, допустим, мои предки Там находятся уже в Ижевске. Где же они тогда могли жить? Дойдем до Не начала скажете, да? процесса. Но здесь, как видите, Зарика Ну, улица. понятно, потому что через 100 лет они на Казанской живут. Видны, вот видите, ниже плотины идут такие голубые, это есть вот прорезы, причем иж течет на старом месте, потом иж передвинут, это особая история, буду еще говорить. То есть вот и сама география направления ижа менялась, и, естественно, берег менялся. Нет залива, восточнее, западнее, то есть, видите, берег идет. А что сейчас? Там не только сейчас, но уже в 19 веке там был огромный залив. Вот дамба, помните, там выходит эта дамба, так называемая. То есть нет еще залива. Пруд менял свои очертания. Почему он менял свои очертания? Потому что плотину, в 60-м году начали строить, в 63-м ее закончили, пустили воду по трубам и так далее. Но потом ведь ее стали поднимать, эту плотину. Больше воды, соответственно, затапливаться. Вот эту появился залив. Там дальше пошли заливаться луга и так далее. То есть Ижевск, это очертания его, они очень изменчивы. Я вот все планы Ижевска знаю, начиная с этого до сегодняшнего. Это очень изменчивые очертания и пруда, и ижа, естественно, застройки. Все в движении. Очень динамичный город. Так, это значит, мы поговорили о самом первом изображении. Вот это уже 1790 год. Какая там перепись вы говорили была у вас? 95-й, это 90-й. Да. 1790. Видите, Зарикова уже 3 улицы, даже больше, поскольку вот нет только 3 улицы, ниже завода улиц не было, потом появится еще там Пробная, Старковая и так далее, южнее завода. А сейчас только западнее завода появились 3 первых улицы. Побольше стало фабрик, цехов, то есть ниже плотины. Залива там дальше нет еще, и Осиного мыса нет. Осинов мыс потому и появился, что появился залив. Мыс отделяет залив от первой шире пруда. Такая география. Появилась уже, контора, вот на площади, на месте собора нынешнего, контора новая, и где-то уже 4 примерно, 4, раз, два, три, 4, 5 улиц. Вот это уже 1790 год, это уже мы достигли определенных таких высот. Мы уже куем якоря вместе с воткинцами. Иногда мы эти якоря выпускаем даже больше, чем воткинцы. Вот тут стоит воткинский якорь. У нас точно такие же были. Там можно этикетку написать, что это ижевский якорь. Точно такие же якоря делали, иногда больше воткинцев. То есть это вот наша специализация. Якоря, так называемое белое железо для крытия всяких дворцов в Царском селе и так далее. Хорошо работает. А Ильинская церковь здесь есть уже?
Нет, Так, Илинск, хороший вопрос. Илинск, потому что у меня статья моя не есть. Самая наша первая церковь, она была за рекой, открыта, построена в 1765 году, то есть через 2 года после завершения плотины и пуска завода. Она стояла где-то на оси Угольной улицы. Вот Зарика, самая первая, вот начинаются кварталы. Вот где-то перед этими кварталами примерно посередине вот этой линии кварталов западных, вот примерно на этом месте была пророка Илинская церковь с 1765 по 77 год. где Николаевская, потом Николаевская, потом Нет, это уже другая эпоха, совсем другая эпоха. Вот она здесь стояла с 65 по 77 год. Первая наша деревянная пророка Илинская церковь. Потом ее перенесли на площадь. Так вот она, я сказал, контора, нет, посреди площади, извините, заговорился, не разглядел только. Посреди площади как раз она и стоит, пророка Илинская церковь, перенесенная сюда в 1777 году. Поэтому вот эти картины некоторых наших художников, там описания какие-то, что Пугачева встречали здесь, вот на месте Александра Невского собора, мемориальная доска даже висела. Я горжусь тем, что я лично вот с нынешним митрополитом, значит, вот эту доску отдирал от Александра Невского собора, где про Пугачева написано, что здесь якобы встречали торжественно Пугачева. Встречали его за рекой, вот там, где я говорил, на уровне Угольной улицы. То есть вот это самое такое уже полное изображение Ижевска. Вот он уже сформировался, его общий такой принцип. Есть Нагорная часть, она более крупная, она более зажиточная. Есть Заречная часть, она не престижная, она болотистая, ни одного дворянина там никогда не жило, и купцы там не любили жить, один только Иван Федорович Петров, мой любимый, там жил фабрикант. То есть это вот такое и социальное расслоение, и архитектурное расслоение Ижевска, оно появилось. Так, идем дальше. Ну, это вот как раз то, что я иронично называл, вот эта торжественная встреча Пугачева с рабочими Ижевского завода. Абсолютная чушь, абсолютная сказка. Вот ему тут и дары несут, и привезли там эти радостные удмуртские крестьяне, там его войско записывают, что только тут не нарисовано. Талантливая картина по мастерству. А кто нарисовал? Валентин Белых, хороший художник, но историю не изучает. Ну, как можно вот это основание Ижевска, гигантская картина висит, огромное мастерство. Фальшь придет оттуда, так же, как и здесь. Торжественная встреча Пугачева, значит, на Александра Невского, место Александра Невского собора и так далее, начинается все. Ну, коль уж я заговорил о Пугачеве, что он нам дал? Да, действительно, кто-то к его приходу, а он дважды приходил в 1974 году, сначала зимой, потом летом. Зимой еще как-то более-менее так нормально, пограбили и все, но летом, во второй приход, пугачевцы разграбили весь завод, казнили всю заводскую администрацию, в том числе командира, горного начальника Ижевского завода, полковника Венцеля, лекаря Рафина, лекаря вот этого госпиталя, библиотека его, медицинские силы потом находили, значит, в окрестных деревнях. Пугачевское нашествие, пугачевский этот бандитизм, он затормозил, естественно, развитие Ижевска. Завод фактически прекратил свое существование и мог захереть и сгинуть, и ничего бы не было на месте Ижевского завода, так же, как ничего нет на месте Бемышского завода. Вот Бемыш был заводом. Бемышский город-завод. Плотина была, пруд был. И где сейчас этот пруд, эта плотина и этот Бемышский завод? Нет. Пустое место. Село есть, а ничего больше нет. Так и здесь могло быть, но не дали сгинуть нашему замечательному заводу добрые люди, в том числе Дерябин. О Дерябине еще поговорим впереди. Так, вот реальный Пугачев. Белых его, так сказать, приукрасил,
народный защитник и так далее. Вот реальный Пугачев вершит свой суд. Да, так, переходим к главному нашему персонажу все-таки, основание оружейного завода. Основание оружейного завода и роль Андрея Федоровича Дерябина. Это фактически, конечно же, наш главный отец. Шувалов это так, инвестор случайный, лучше другой был инвестор. Москвин, да, реальный вот создатель плотины, создатель этих первых цехов и так далее, управитель, жесткий управитель, да, избивал палкой там на плотине. По легенде, даже якобы живьем там в плотину закапывали, но это вранье, это недоказуемый, нет свидетельств. И вот все-таки самая светлая личность, первая такая, 100% светлая личность, это Андрей Федорович Дерябин. Я биографией Дерябина занимался очень много, 2 книги о нем издал, завещание его нашел, могилу его нашел, много чего я по нему сделал. Значит, в чем его заслуга? Ну, во-первых, он перенес к нам сюда, в Ижевск, на Ижевский завод, перенес передовые западноевропейские технологии, и гидротехнические, и железоделательные, и самое главное оружейные. Дело в том, что в самом конце 18 века он 5 лет провел и в Англии, и в Германии, и во Франции, в Австрии, объехал все заводы, все брал на карандаш, зарисовывал, записывал, то есть занимался, прямо скажем, промышленным шпионажем. Это так называется. Но это разрешалось тогда. Это сейчас хватит любого там, кто, значит, из наших инженеров куда-то поедет на передовой завод Западной Европы. А тогда это как-то разрешалось, приветствовалось ознакомление, да, может быть, что-то закажут там и так далее. А он все зарисовывал. И вот это, все его зарисовки, все его записи, они как раз вот обусловят потом вот это необыкновенный размах Ижевского оружейного завода, который вырос на базе железоделательного завода. Как это все начиналось? То есть вообще откуда пришла эта идея оружейного завода именно здесь? Дело в том, что это еще высказывал Павел I. Его, как вы знаете, убили в 1601 году. Так вот, где-то за 2 года до своей гибели Павел I призвал Андрея Федоровича. Андрей Федорович был при Павле I главным консультантом по горно-заводским делам. Такая большая карьера. И Павел I его слушал, и Александр I его слушался. То есть это фигура российского масштаба, не ижевского масштаба, фигура общероссийского масштаба. И вот Андрей Федорович Дерябин, который хорошо уже знал, значит, и европейскую промышленность, оружейную в том числе промышленность, и российскую промышленность, он прямо сказал Павлу I: Тульский завод, Тульский оружейный завод, Демидовский бывший, он устарел, его надо закрывать, ломать и строить новый по западным технологиям. Вот это то, что он заявил Павлу I. Ну, были комиссии, все это обсуждали, смотрели, сравнивали, ломать не стали. Компромисс появился. Значит, вот ты такой, значит, передовой, вот ты там что-то в Европе нахватался, вот давай где-то там на Урале, в районе Камы, никто не называл точный адрес, где быть новому оружейному заводу, вплоть до весны 1807 года. Никогда не звучало вот название Кама всегда. Оружейный завод близ Камы. Император Александр I подписал в феврале 1807 года основать оружейный завод около Камы. Ижевск не упоминается. То есть все было доверено Дерябину. Что он выберет, то и будет. И вот он, поскольку он был, ко всему прочему, он не только главный консультант Павла I и Александра I, он еще и начальник Гороблагодарских заводов, Камских заводов, Банковских заводов. То есть почти все казенные заводы Урала подчинялись ему. Это вот человек необыкновенной такой власти. Ни у каких Шуваловых не было здесь вот столько власти. Шувалов там в Петербурге сидит, на балах деньги вкладывает и все. А вот реальный хозяин Урала, ну не хозяин не в таком смысле, не
денежном, а хозяином в организационном плане именно Андрей Федорович Дерябин. И вот он после долгих ознакомлений с ситуацией на каждом из старых вот этих бывших шуваловских заводах, он пришел к выводу, что новый, третий оружейный завод надо строить здесь, на базе железного завода. А вопрос, Чем? можно спросить, почему именно Каме? Вроде бы вот Кама, но все равно там все... Кама. Ну, на самой Каме нельзя строить завод, потому что как плотину построить? Ну построили же. Где? Ну в советское время это не считается. Тогда, как можно было в начале 19 века перегородить огромную реку? Не было таких технологий. Технологий не было. Да, то есть имелось в виду не сама Кама, а ее притоки. Причем левые притоки, они более такие полноводные, чем те, что которые правые. А почему выбрали все же Ижевский? А у тебя я объясняю. Да. Значит, почему выбрали все-таки Иш? Река Иш. Начинается все с реки. Река Иш не самая длинная, но полноводная, в отличие от тех рек, которые с той стороны текут, полноводная. Она лесистая, много лесов. А что такое леса? Леса – это древесный уголь. То есть надо все эти печи, все эти там все питать древесным углем. Леса – это ложевые болванки, оружейный завод, надо ложевые болванки тащить. В лесах полно непуганных крестьян, ничейных вроде бы крестьян, вроде бы ничейных. То есть они для железнодорожного завода, значит, что-то, конечно, выполняли, так это с линцой, ну, не случайно Пугачев у них пользовался такой популярностью. Значит, с линцой были. И вот все эти три фактора, наличием воды, много воды. Чем больше воды, тем больше машин, тем больше производства. Много лесов, то есть топлива. Много кадров, которые можно, значит, задействовать. Причем, ведь что вот касается удмуртов, ведь ему говорили в Питере, удмурты, ну, батяки тогда называли, естественно, удмурты не могут работать на заводе, они такие дикие, они там язычники, они там то все. Дерябин отстаивал право удмуртов быть на заводе, выполнять заводскую работу. Нет, они смышленные, они такие там и так далее. Вот есть эта переписка, где он отстаивает права удмуртов, ну, делать новый такой цивилизационный шаг и от этой действительно языческой дикости переходить, значит, к промышленному производству Удмуртской республики. Цепочка. То есть, если говорить что-то там об основателях удмуртской национальной государственности, вот Дерябин в том числе поверил в возможности удмуртов вести более такие серьезные работы. И вот после всех этих его значит, изысканий, после всех этих докладов, это очень такой сложный политест, как там подойти к министру, там то, что, знаете, он решил после вот этого указа, 20 февраля 2007 года был указ Александра I, без указания Ижевска, и он сразу после этого указа начинает именно сюда, именно на Иж, на Ижевский железный завод посылать тех, кого он завербовал еще раньше, завербовал в Европе. То есть у нас первые оружия, ижевское оружие, делали не русскими руками. Первые 7 оружий делали немцы. Вот в витрине там лежит табличка, в витрине табличка, медная табличка, главный оружейный мастер Ижевского завода Филипп Боде. Эту табличку я нашел. То есть, точнее, не я нашел, а мне товарищ мой, который нашел ее на кладбище Троицкого, он мне ее дал. Я потом ее где-то лет 20 назад, 30 уже, передал музею. Табличка, медная табличка главного оружейного мастера Ижевского завода Федора, или Филиппа, там его по-разному называют, Федора Боде, который, собственно, участвовал вот в выпуске штучных, никакого серийного производства не было. Штучная сборка вот этих 7 наших первых ружей по французской модели, по французской конструкции, немецкими руками на русском полуудмуртском заводе. Вот такая получается компания хорошая. Да, вот это роскошный портрет Дерябина, который висит в Петербурге на Васильевском острове, в Горном институте, в актовом зале. Он еще, ко всему прочему, он еще первый директор Горного
кадетского училища или горного института, коллекция минералов, собранные им в этом музее горного института есть. Ну, мы Дерябина хорошо почитаем, памятник исторический, памятник немножко такой самодеятельный художник сделал, рабочий, бывший рабочий, но он как-то очень живописный, он как-то хорошо пришелся вот по силуэту, стоял он прямо напротив башни, ну, при Волкове его отодвинули где-то метров на 15 от башни, это, конечно, мешает вот восприятию памятника. Раньше он смотрел на завод, был близко к башне, а сейчас вот отодвинул. Не очень хорошо. Ну, когда башню установят, тогда я поставят обратно. Обратно. Да. Хорошо бы, да. Но сколько там проблем с башней. Так, ой, я точно нажимаю. Вот эти доски восстановили даже с вензелями. В 1907 году издали книжечку. Эту книжечку, она у меня есть, кстати, оригинал этой книжечки, где-то 3000, по-моему, экземпляров отпечатали, и почти все в рабочем оружейном производстве вот эту брошюрку давали. В некоторых семьях есть до сих пор эти брошюрки, изданные к столетию оружейного завода в 1907 году. В Дерябине там дворец Дерябина. Дворец Дерябина – это вообще сказка. Это первый у нас дворец. Я не знаю, может, у нас сейчас дворцы есть. Есть у нас дворцы частные? Ну, где-то там в центре их не видно, где-то там на окраинах, может, есть. Но это в истории самый первый наш дворец. Настоящий, полноценный дворец. Настоящая дворянская усадьба. Значит, это 1808 год. Он только что получил право на герб. То есть он дворянином и раньше был, но быть дворянином это одно, а иметь герб это другое. Это очень сильные затраты на, ну, много там всяких затрат по поводу герба. И вот он получил право на герб, и в это же, да, у него француз был повар, в этом дворце, и он начал строить этот дворец за свой счет. Он начальник всех казенных заводов Урала, он начальник оружейного завода, он должен жить, ну, понимаете, престиж. Или ты начальник, живешь там в общежитии, или ты, значит, начальник всего Урала. Поэтому просто необходимо было строить такой, просто престиж. И он начал строить этот свой дворец, но из дерева, на каменном фундаменте, но из дерева. Есть счета вот по этому строительству этого дворца, сколько обоев, какие обои, как. Тут висели картины Якова Дудина, младшего брата архитектора, он художник, живописец, окончил Академию художеств после брата. Мезонин, красивый мезонин, там балкончик. Вот это все было построено, но Дерябину не удалось толком пожить в этом дворце. В 1809 году завод был передан в военное ведомство, а он горный чиновник, он начальник горных заводов, поэтому ему волей-неволей пришлось передавать вот все это хозяйство полковникам, там, всяким генералам и так далее. То есть начинается вот другая история уже, военная история Ижевска. Мы стали военным поселением фактически. Есть такое понятие в истории, военное поселение. Это Ижевск, начиная с 1809-1810 года. Рекруты, кантонисты и так далее, вся эта. Ну вот тоже были свои, так сказать, преимущества в этом. Что стало с дворцом? Ну, дворец превратили в общежитие для тех офицеров, артиллерийских офицеров, гарнизонных офицеров, которые не имели какого-то. Вот они тут жили. Потом где-то в 30-е годы, 19 века, тут вообще станки ставили, ну, нехватка была, пожар был на заводе, нехватка помещений, тут станки ставили. Ну и где-то к середине 19 века, да, к середине 19 века он уже полностью разрушился. Фундаменты его сохранялись, и это рядом вот медсанчасть мотозавода, знаете, вот медсанчасть, она как раз вот за этим дворцом стояла. Была построена, в том числе на фундаментах этого дворца. Жалко, конечно. Восстановить этот дворец абсолютно невозможно. Куда его туда всунешь? Мотозавод все занял.
Но какую-то модель сделать, небольшую такую модель для музея или еще для чего-то, конечно, надо. Есть все планы, чертежи этого дворца. Одновременно с Дерябиным, с Дудиным в Ижевске появился замечательный человек, выдающийся человек, о котором я много чего писал, книжечку даже пытался написать, но что-то с книжечкой не получилось. Но, может быть, получится еще, значит, в 200-летие собора, Александро-Невского собора, в октябре будет отмечаться. Может быть, удастся Захарий Летушевич, пращур Виктора Сенцова. Тут мое открытие. Вот он появился, вот этот его дом, который построил ему Семен Дудин. Его школы, все школы, не только Ижевская, но все школы окрестностей, вот это его ориентировочный портрет, я не говорю, что это он, но он вот примерно так Захарий Летушевич, наш знаменитый, выглядел. Самый выдающийся просветитель в истории Ижевска, соратник Дудина, Дерябина, человек, который крестил весь Ижевск тогдашний, все школы основаны им. Он был еще, ко всему прочему, изобретателем, изобретал всякие пожарные трубы, пожарные насосы для завода. Более того, у него есть одно военное изобретение. Осенью 1612 года, война идет, он направил Wittgensteinu секретный пакет, где было описание его изобретения. Шпринцы, так это он называет. Шпринцы, в которых, значит, большие шпринцы, в которых смесь серной кислоты, там еще чего-то и так далее. Он все подробно написано. Он химик, физик, изобретатель. И вот этими шпринцами надо было французскую кавалерию обрызгивать. Это он осенью 12 года. Батюшка, христианская, должна быть, микробиология. Вот он это, такое свое изобретение отправляет в Wittgenstein. Замечательный человек. Сейчас вот так вот батюшки день для Донбасса что-то делают. Нет, ну понятно, военные священники это писали. Так вот это как раз я показываю два дома Летушевича. Но вы обычно вот знаете дом Летушевича, который вот стоит на Сывково. Но это второй дом. Первый дом, это его первый дом, справа. Первый дом Захария Летушевича, построенный сразу в 1808 году Дудиным. Они приятельствовали. Дудин даже был церковным старостой пророка Илинской церкви, где-то с 815 года, пророк Илинской старостой. Так вот, первый дом, который справа, был построен сразу в 808 году, как только он приехал, Летушевич, каменный, большой, но он ведь богатый. Он профессор был, профессор Вятской духовной семинарии, его Дерябин переманил, он лучших людей сюда стягивал. Дудина, лучший выпускник академии, Яков Дудин, живописец. Немцы все эти, всех сюда стягивал. И богатый человек, профессор семинарии, построил себе такой большой дом. Но в 1810 году, как многие из вас, наверное, знают, был огромный пожар, сгорели обе наши деревянные церкви, и та, что стояла на месте собора, деревянная церковь, и Троицкая церковь, не та, которая вот сейчас Троицкая, а та, которая стояла на месте Михайловского собора. Две деревянные церкви сгорели, и Захарий Летушевич отдает свой первый дом, вот временную пророко-илинскую церковь, вместо той, которая на месте собора была. Дудин к ней пристраивает алтарь, вот это уже пристроено, да, вот видите, там крест над крышей. Крест над крышей, алтарь пристраивает, и здесь была пророко-илинская церковь. Ее даже собором называли, какой-то собор. Ну, по должности собор. Где она сейчас? На этом месте сейчас большой дом с аркой. Дом с аркой, тут как раз... Там я знаю. Да. А севернее этой пророко-илинской церкви, опять-таки Дудин построил для Летушевича дом поменьше. Дом поменьше, который сохранился. Прекрасный дом, еще лучше по архитектуре, чем первый дом. Это так называемый стиль ампир. Стиль ампир с чертами палладианства. Значит, он в советское время, конечно, был изуродован. С северной стороны сделали большую пристройку для банка, там Госбанк был, первое размещение Госбанка.
было именно здесь, в 26 году. Окна растесали, там много всяких изменений, но сейчас этот дом передан епархии. Епархия собирается его качественно отреставрировать наконец-то. Уж лет 30 он в таком разоренном виде, этот дом. И что-то свои какие-то цели, там, типа церковного музея, пока еще обсуждается. Что-то он так и не захотел его ремонтировать-то. Кто? Иванович хотел его ремонтировать, дом Третушевича. Там жулики сидят. Они вот небоскреб построили, вот, во дворах там небоскреб, это как называется, коттедж, по-моему. Особняк, да. Но они должны были реставрировать, но они что-то там жульничали. Дом построили в охранной зоне, вопреки всем законам. Ну, жулики. Выше, видите, это вот, собственно, и есть наш первый сад. Обычно говорят, вот генеральский сад, ничего подобного. Вот сад Третушевич, первый сад. Вот эти, он так и сохранялся долгое время, он в советское время еще сохранялся. Какие-то, да, мы какие-то деревья, может быть, там, восточный памятник Ленину, какие-то деревья, может быть, даже от того, нет, вряд ли там надо их возраста определять, я не знаю, вряд ли, конечно, они молодые, наверное, деревья. Но вот вся эта огромная территория, это наш первый сад, сад Третушевича. Он его называл не просто садом, он его называл аптекарский огород. Он же изобретатель, химик, физик и так далее. Он тут что-то, так сказать, для медицины выращивает. Вот. Ну вот сейчас все это застроено. Так что Третушевич это наша краса и А гордость. это правда, что алтарь, это Покровской церкви стоял, там еще памятник Ленина? Кто стоял? Ну вот алтарь стоял там, где памятник Ленина, да? Да, это я, в общем-то, написал когда-то. Вот видите, новая церковь, вот первый дом Третушевича, она вот здесь квадратная в плане. Но потом она будет расширяться, Ну да. потом уже где-то в 40-е годы, 50, даже еще в 80-е годы 19 века. Потом будет расширяться, и алтарь ее окажется как раз вот именно там, где стоит сейчас Ленин. То есть алтарь во имя Ильи Пророка и на Илью Пророка поставили Ильича. То есть, видите, тут своя символика. Вообще-то по православным правилам полагается на месте алтарей разрушенных храмов строить поклонный крест. Поклонись, церковь была. У нас вместо поклонного креста Ильич стоит. Ну, везде своя символика. Но это все факт. Вот, можете проверить по чертежам. Я вымерял это все там по сантиметру на планах. Все планы есть. Так, с Третушевичем мы разобрались, идем дальше. Да, ну по поводу Дерябина. Вот то, что было сделано в 2003 году, сделана была усыпальница Дерябина в классическом стиле архитектором Макаровым, в гармонии с Александровским собором. Что это такое? Объясняю. Дерябин умер не у нас, умер в нынешней Белоруссии, в Гомеле. Был он не то чтобы в изгнании, но такой забытый все. Там были у него контры всякие в Петербурге, вот в горном институте, и оказался вот в Гомеле на таких маленьких должностях. И там в 20-м году он умер. Он написал завещание, я нашел завещание в Петербурге, в Центральном государственном архиве. В завещании он очень подробно описал, как его хоронить, с какой скромностью и так далее, какой гроб там и так далее. Но нигде не пишет, а где же похоронить его. То есть, мы вроде бы ждем, что раз он отец-основатель оружейных заводов, то нет, ничего про Ижевство он там не пишет. Напутствие дочерям, напутствие сыну, сын его станет полковником, профессором. Потомки, очевидно, есть, ну, некоторые вот отзываются, я запросы делал всякие, отзываются, вот, якобы, ну, как-то доказать трудно, что ты потомок Дерябина, а вообще-то найти надо. Как-то почетно на день города, вот, правнука Дерябина пригласить. Попробуй найти его. Итак, про место захоронения он ничего не писал, и его, значит, наследники на свой страх и риск его тело увезли в Ярославль, в Толкский монастырь. Толкский монастырь на том берегу Волги, женский монастырь. В войну там, перед войной еще там была детская колония, все могилы, естественно, порушены, почти все, некоторые, значит, все-таки подняли из земли, стоят.
Я искал по всяким церковным книгам, по кладбищенским книгам, и вот наткнулся на то, что Толский монастырь, как там написано, в одной там, или полторы сажения от входа в кельи настоятельницы захоронения Обербергауптмана 4 класса Андрея Федоровича Дерябина. И вот, судя по этой записи, где точно указаны координаты этой могилы, на деньги Ижмаша была снаряжена экспедиция, удалось получить от монахинь, от игуменьи, получить разрешение на раскопки. Разрешение она дала после того, как получила автомобиль. Какую тайну даю? Нет, ну это не взятка, но в монастырь положено приходить с чем-то. Конечно. Ижмаш богат, чего-то. Дала разрешение копать, копали, скелета никакого не нашли. Никто никогда я не говорил, что вот тут скелет лежит. Но костные останки там были, аккуратно я их собрал в коробочку. То есть это не скелет, это костные останки, это мощи. Вот как в иконах, вы думаете, там какие-то реальные скелеты лежат какие-то. Там тоже вот что-то такое, мощи. То есть нам фактически, Ижмашу и Ижевску в целом, передали право, не скелет, его нет там скелета, а передали право на обладание останками деревни. Так это называется юридически. Это все оформлено было два епископа, епископ Ярославский, епископ нашей, Николай тогда был. Все это подписали, скрепили, на все на церковном уровне, то есть это вот как бы святой Андрей. Так это вот надо понимать. Была сделана вот это на деньги Ижмаша, не только Ижмаша, а Союз оружейников делал вот экспедицию, эту, и вот эту часовенку. Союз оружейников построил эту часовенку, склеп, и это вот перед Александринским собором нашей святыни находится. А в каком году это было? 2003 год. Нет, раскопки были в каком? 2001 году. Маленький этот ковчежик, он еще стоял в заводском музее, потом это перенесли. Кстати, вот процедура захоронения была очень такой продуманной. Все наши генералы, сколько там, 7, по-моему, 7 ижевских генералов, Калашников во главе, несут этот маленький гробик, несут там вокруг собора, все, значит, такая очень торжественная церемония. Я в архив недавно вот сдал эти фотографии, как это все происходило. Так что вот наши святыни. Это заводская контора оружейного завода, где она стояла. Вот иногда, было несколько контор. Вот эта контора, подлинная, настоящая контора, она стояла, в общем-то, на нынешней Красной улице, ниже улицы Ленина, вот в этом первом, посередине квартала, то есть где-то метров 20 южнее улицы Ленина. Вот там стояла эта контора, и вот открытие этой конторы 10 июня 1807 года, это и считается датой основания оружейного завода. То есть работы вообще-то уже шли. И контору строили, там много чего строили. Но официальная дата основания 10 июня 7 года. Праздник для наших оружейников. Контора, естественно, не сохранилась, она деревянная. Были построены вот эти коттеджи, не дворцы, конечно, а коттеджи для иностранных мастеров. Дерябин их много завербовал, огромные деньги платили этим мастерам, непомерно большие деньги, но выхода не было, потому что, что умели наши? Тульские, отсталые, Дерябин не зря предлагал их закрыть в старом городе. И в любом случае тулики отказались сюда ехать, закрывать нельзя, командировать тоже нельзя, то есть туликов у нас не было. Мы вынуждены были прибегать к этим иностранным рукам, платить им гигантские деньги, строить им вот такие роскошные коттеджи, и они наших прадедов, отцов наших, дедов наших учили, вот как это все делать, штучно вот собирать эти ружья по французским образцам. Было построено 8 таких домов, они стояли на нынешней Милиционной, на месте Генеральского дома и вот все севернее. В одном из таких домов, как я полагаю, мог
каком, не могу сказать, мог жить и сам Дудин. Он все-таки в больших чинах, он чиновник 8 класса. У него оклад был чуть меньше начальника завода. У начальника завода 3000 рублей в год, у Дудина где-то 2000 рублей. То есть это он мог позволить себе вот построить, жить вот в примерно таком доме на улице Милиционной. Там его дом должен быть. Хотя документально я это не могу подтвердить. Вот эта табличка, вот она там лежит, табличка. Это табличка Федора Антоновича Боды. Очень интересно тут написано, не знаю, разглядите вы. Ой, что-то я... Сделайте сослуг что-нибудь. Значит, очень интересно, там на этой табличке написано «Служил Отечеству немец», выражение с Гамбурга. Служил Отечеству в Ижевском оружейном заводе, сколько там, 21 год? Нет, 34, 4 да, месяца, 17 дней. Да, столько-то дней. Вот, понимаете, то есть немец, но патриот России, вот проникся всем этим. Он, помимо того, что он очень, так сказать, самоотверженно работал для Ижевского завода, он один из немногих, их сколько их было, в общей сложности где-то более сотни было вот этих завербованных иностранцев. Так он один из немногих, кто воспитывал русских учеников и отчитывался, ежемесячно отчитывался. Вот я воспитал столько-то, значит, русских мастеров. Вот я там, то есть вот вся школа, вот из этой таблички, человека, который лежал под этой табличкой. Табличка эта была найдена моим приятелем на Троицком кладбище, сколько уж, лет 50 назад, больше, да. Она ему была не нужна, он передал мне, она у меня в столе лежала, медная, сейчас она чуть темная у них тут в музее стала. Она у меня была светлая, медная. Потому что у вас хорошее сердце, она была бы светлая. А здесь они не хотят чистить табличку. Ну, что нельзя чистить. Она такая. Ну, что ж делать. Да. То есть это вот память о тех, единственная материальная память о тех немцах, которые вот добросовестно работали. Мы наполовину немецкий завод. Куда же деваться? И Дерябин там очень много чего срисовал, и эти передали. Ну что делать? Надо брать. Надо брать. Вот одно из первых ружей, французская модель, своих не было. Вообще вот особенность Ижевского в том, что у нас, в отличие от Тулы, практически не было до Калашникова, нет, ну где-то до 30-х годов, не было своих конструкторов. Да, мы гнали оружие серийно, там, по конвейеру гнали тысячами, миллионами гнали, но свое разработать долго не могли. Ну, в 30-е годы начали появляться свои, ну и в 49-м году приехал Калашников, это уже другая история. Делали вот такие штучки, эспонтон, вот с двумя полумесяцами, это эспонтон, и вот эта пика с гербом на ней, значит, герб выгравирован. Это тоже делали вплоть где-то до 34-35 года, потом в Златоуст это все отдали. И, кстати, вот эти наши немцы, оружейники, они от нас, многие из них в Златоуст переехали. Златоустовский оружейный завод, но он по белому оружию. То есть они слесаря, граверы, там все прочее, они стали там передавать вот эти свои западные традиции. Вот одна из таких реликвий, я не знаю, в Национальном музее есть она или нет, это так называемая угольная печатка. Вот короб из луба сделан, в нем 20 пудов древесного угля. Этот уголь надо было выжечь. Строили вот эти кучи по саксонской модели, еще в 18 веке научились саксонские кучи делать. И там несколько недель выжигали дрова. Получался древесный уголь. Вот наберешь ты 20 пудов этого, вот они там эти плитки угля нарисованы. Наберешь этот короб, тебе дают эту чугунную печатку. Ты эту печатку привозишь в контору оружейного завода, ты за нее денежку дают. То есть такая валюта, как это называется, цифровой рубль ижевский 19 века. И в 18 веке были, и в 19 где-то до середины века использовались такие угольные печатки. И обратите внимание, как нас называется. Чаще всего называли просто коротко. Где живешь? На Ижу живу. Куда поехал? В Иж поехал. Но официально, уже вот я нашел конверты, в архиве есть,
почтовые конверты, так и пишут в Ижевск. Иногда писали в Камску-Ижевск. Был Камско-Воткинск, два завода родственные. Камско-Воткинск, Камску-Ижевск. То есть уже где-то вот 10-20-е годы слово Ижевск, оно утверждалось. Это чисто городское название, если суффикс только город. Мы, по факту, мы город. Хотя городом не являлись вплоть до 18 года. 1918. Ну и, наконец, главный шедевр, который Дудин построил. Ну, в принципе, это не только Дудин строил, это и Дерябина. Это проект Дерябина, проект, который он подсмотрел в Англии и Германии. И вот эти его технологические наметки дерябинские Дудин гениально воплотил уже в архитектурные чертежи. Но Дудин, кстати, не только архитектор, он еще и механик, он и называл себя механиком. Потому что вся вот эта гидроэнергетика, вот подъем плотины, расширение плотины, это все Дудин делал. Все эти трубы и так далее. То есть он очень многогранный человек. Как Летушевич многогранный, так и Дудин многогранный человек. Так что этот корпус начали строить сразу, в 1808 году. Строили очень долго. Башня появилась уже в 1816 году. Башня появилась, вот эта четырехэтажная часть была закончена. Но западную часть, вот этот западный флигель, достроят только в 1844 году. То есть это очень сложный объем, это гигантские затраты. Ну, а истории этого корпуса, это я во второй лекции буду все-таки рассказывать, поскольку там много связано, значит, с технологиями, пока просто показываю. Вот это идеальный проект Ижевского оружейного завода. Таким он никогда не был. Это Дудин в 1808 году вот, вычерчивает, каким должен стать завод. Ну, это идея Дерябина, производство по вертикали там, и так далее. Логистика перехода деталей, это все продумано Дерябиным. Как деталь переходит из одного цеха в другой, как она там обрастает чем-то, где собирается и так далее. Вот это все Дудин и Дерябин гениально воплотили вот здесь. Как бы первоначальная сборка уже идет. Первоначальный проект. Такого не осуществится, поскольку изменится технология. Изменится система оружия, появятся там паровые машины, там много чего изменится, поскольку ну вот это какой год, где-то 70-е, да, 70-е годы. Обратите внимание, как течет Иж. Иж течет на старом месте, течет вплотную к главному корпусу. Видите? Сейчас он течет у берега. Это вот Иж менял свои русла. Ну, это был, да, и вот на правом берегу Ижа, видите, вертикальная такая полоска темная, это так называемая пильная фабрика, пильная мельница. То есть там специально был отвод на колеса крутились и пилили бревна. Это все было на том берегу. Сейчас этого ничего нет. Сейчас Иж отодвинут. Ну, это сложная история, когда я на второй лекции буду говорить, почему это все было сделано. Вот это первый проект Дудина. Это чертеж 1808 года, только-только он вот эту идею родил. Башня, на которой стоит колонна. Нигде во всей мировой архитектуре вы не найдете здания, которое завершается колонной. Ни в античности, ни в Древнем Риме, нигде, ни в Египте, никогда на здание колонны не ставят. Это идея Дудина, идея, связанная с победой. Были победы у нас, это 808-809 года. Были у нас победы, значит, и в турецких войнах в 19 веке, в начале 19 века кое-что было. И вот он здесь как бы символизирует победу русского орла. Вот, деревянный орел здесь. На этом проекте пока еще предполагается деревянный орел и крылья подняты вверх, потом не опущены. То есть это самое первое изображение, которое вот есть в нашей колонне. Знамена, российские знамена, здесь нет еще пока французских поверженных знамен, потом изменится. Вот первый погляд башни. Гении славы под часами, часы сразу закладывал и Дерябин, и Дудин, обязательно должны быть часы.
гении славы, не ангелы, ангел не может быть, а гении славы, которые трубят о победах русского оружия. Вот это первый такой вот образ, который потом уже после завершения башни в 16 году получится. Ну и последняя часть, город, который построил Семен Дудин. Дудин мог выглядеть так. Это Денис Никонов его так изобразил, художник, который вот здесь работал в музее. Он его увидел таким элегантным блондином, расслабленным. Ну, так не могло быть. Вообще-то он должен ходить в мундире. Черный мундир, гражданский мундир военного ведомства, ордена, 2 ордена у него было, нашивки. У кафтанщиков вот здесь полосы, а у некоторых чиновников, за отличие, вот нашивки были золотые кафтанщики. То есть это, в общем-то, должен быть более строгий такой образ. Ну, художник так видит, ну, ради бога. Я немножко тоже художник, вот я его так изобразил. Вот он, в сюртуке таком. Ну, тоже неправильно изобразил, сразу говорю. Тут и ошибки у меня есть в изображении башни, ну, бог с ним. То есть каждый художник видит, как хочет, как выглядел Дудин, никто не скажет. Потому что плита есть, косточек нет, фотографии нет, описания нет. Ну, я только понимаю так, вот по косвенным материалам, это там я еще, видите, кафтанщиков изобразил, кто-то ему кланяется, там кружи выгружают, завод еще достраивается, вот там что-то, видите, поднимают стройматериалы. Такой тоже идеальный образ такой. Так вот, нет, да, по косвенным материалам я знаю, что он был все-таки болезненный. Он, почему, собственно, и уехал-то, хотел уехать, точнее, не успел уехать, умер в 25 году. По болезненности он в Италии, сколько там, 4 года в Италии, правда, теплый Италии, он там, значит, наслаждался этой античной архитектурой, изучал все и так далее, и тут вот сырые, там, значит, болото, корпус построен на болоте, все эти цеха он на болоте строил, ниже плотины болота было. Это все было очень вредно для его здоровья, он страдал и вот пытался уехать в Новочеркасск. Уже договорился, главный архитектор Донского войска в Новочеркасске, ну вот, не успел, умер. Значит, похоронен он был где-то около Троицкой церкви, точнее сказать нельзя. Была сделана плита, текст писал, явно писал Захарий Летушевич. Текст очень такой трогательный, там, служил Отечеству и так далее. Ну, почитайте потом. Прожил 50 лет. Вот, кстати, эта надпись на плите помогла окончательно все-таки установить дату рождения. Раньше я считал, но я не виноват, вот до меня все так писали, кто писал, что он якобы в 75 году родился. Но на самом деле, вот, судя по этой надписи, родился все-таки в 75 году, то есть на 4 года еще плита его состарила. В 75 году родился, в 25 году такая вот симметрия, 25 лет в каждом веке. Значит, плита это, конечно, зря здесь лежит. Не очень хорошо, когда могильные плиты лежат в экспозиции музея. Я уже об этом говорил, и когда ее нашли года 4 назад, больше уже. Когда ее нашли, я сразу говорю, что, в общем-то, место ей где-то во дворе Арсенала, какая-то подобие склепа, не склепа, ну вот как с Дерябиным сделали, что-то подобное должно быть очень тактично, чтобы это была символическая могила нашего выдающегося зодчего, и не просто нашего выдающегося зодчего. Это, в общем-то, если говорить об Урале в целом, то это первый на Урале зодчий классицист. Он приехал раньше всяких там Свияздилы, Малаховы, вот Свердловский там в Перми носится, вот у нас там Свияжев, великий архитектор, Малахов, великий архитектор. А когда они приехали? 20-30-е годы. Наш Семен Дудин с золотой медалью Академии художеств, с итальянской стажировкой приехал в 807 году. Первый зодчий классицист.
основоположник уральского классицизма. Это все начиналось у нас. Поэтому плита должна лежать с уважением. Сейчас она без уважения лежит. С уважением, так, чтобы можно любой в дни города подойти, возложить цветочки. Архитекторы, чтобы поклонились. Сколько архитекторов наших, далеко не Дудины сейчас. Вот то, что напротив мэрии строится сикость-накость. Что это такое? Это ансамбль, это гармония. Дудин бы расстрелял их по затку. То есть тут все очень непросто. Итак, Дудин – это величайшая личность. Он родился здесь. Это Академия художеств. В делах написано: родился в угольных подвалах Академии художеств. Папочка его был смотритель, крепостной, все там крепостные смотрители. Инвалид, какой-то там турецкой волны. Значит, инвалид, вот пристроили к смотрителям тут. Братик потом через 5 лет родился, Яков, живописцем стал. Где конкретно располагались угольные подвалы, я не могу сказать. Дело в том, что это здание было закончено полностью где-то только в конце 80-х годов, а он в 75-м родился. Но вот северная часть, дальний вот этот корпус Академии уже был, возможно, в этой части. Я по всему этому зданию ходил, я там на стажировку учился полгода, все, пошел, нюхал, где там может Дудин родиться. Но как найдешь? Надо же где-то постоянно там сидеть в архивах и копаться. Где были угольные подвалы в 75-м году? То есть мемориальную доску что-то повесить. Здесь родился Дудин. Коли он здесь родился, то, естественно, он здесь и учился. Учился уже буквально вот где-то с 6-7 лет. Ну, типа детсада. Воспитательное училище при Академии художеств. Ты не студент, но ты как бы там вот что-то рисуешь, школа искусств, да, скажем, для тех, кто работает здесь, дети сотрудники. Потом уже в 12 лет, так написано в его личном деле, в нашем архиве, в 12 лет Семен Дудин поступил на службу. Представляете, 12-летний Семен, сын смотрителя Академии художеств, поступил на службу. Что это значит? Ну, это значит, что он уже стал полноценным учеником, ему уже полагалась какая-то одежда, форменная одежда, все было по форме, все должны были определенные там погоны, чтобы носить такую, казарменная какая-то дисциплина была. То есть он поступил на службу, и его там муштровали. Лучшие профессора учили сначала просто рисунку, живописи, черчению, а потом архитектуре. Любимым его архитектором, любимым учеником стал великий русский архитектор Андриан Дмитриевич Захаров, профессор, учившийся во Франции, французские вот эти традиции, передавший Семену Дудину. Это его учитель. И он не просто был его любимый учитель, он его взял к себе в помощники сразу после окончания. Семен Дудин окончил академию с аттестатом первой степени и со шпагой. Со шпагой, значит, он дворянство получил, личное дворянство. И Андрей Дерябин, да, сначала он его, сначала его взял к себе в помощники Львов. Вот. Николай Александрович Львов в Гатчину, в контору, как она там называлась, контора угольных приисков и каменного и земляного строения, приисков каменного угля и земляного строения. То есть, вот, будучи у Львова, Дудин освоил так называемую землебитную технологию строения. Вот, на плотине потом он это будет использовать. Вот, та плотина, которая сейчас у нас есть, она наполовину дудинская. Он ее поднимал, расширял, вот эти львовские технологии там применял. Львов. Ну и после Львова он выполнил какой-то один проект, не знаю, какой, вот не нашел следы, возможно, проект оружейного завода уже тогда. Выполнил проект, ну это типа кандидатской диссертации, на большую золотую медаль. Он уже окончил академию, но можно было сделать вот эту самую диссертацию. И он получил эту большую золотую медаль, которая давала право на поездку в Италию. И вот он в 1603 году
поехал в Италию, и вот там слева, видите, церквушечка. Это церковь, это Римский форум. И там церковь Святого Луки слева, и в этой церкви Святого Луки, ну не в самой церкви, а в пристроечке, которая вот справа, значит, Академия Святого Луки. Вот Дудин как раз и был в этой Академии Святого Луки 4 года, зарисовывал вот эти античные руины, ездил в Помпеи, в Везувию ездил, в Неаполь. Захаров присылал ему задания, Захаров его курировал, из Петербурга здесь были свои учителя, итальянцы, ну и Захаров курировал. И вот в 1804 году по заданию Захарова и, судя по всему, по просьбе самого Александра I, Дудин выполнил, это опять же форум ночью, там кошек полно, вот, сплошные кошки и прочие. Так, о Бонапарте не говорю, о Ленине не говорю, времени уже мало. Значит, дело в том, что архитектор Лиду в 1804 году выполнил проект оружейного завода, вот этот проект оружейного завода, гигантский оружейный завод. Видите, вот эти цеха в виде пирамид, из пирамид дым, огонь. Один только вид такого завода должен страха нагнать. Это был большой альбом, это гравюры, я его нашел, этот альбом в Национальной библиотеке есть, в Московской государственной библиотеке есть, выделили кое-как, огромный такой альбом, и там вот этот чертеж, другие чертежи. И как вы думаете, кому был послан, кому был посвящен этот чертеж и вообще весь этот альбом чертежей Лиду от Наполеона, подарок от Наполеона? Александру Первому. Подарок посвящается Александру Первому. Проект оружейного завода. 1804 год. Представляете, что это такое? Это как вот, не знаю, Байдену сейчас Ижевск какой-нибудь. Ты же можешь что-нибудь послать. Краснопол, управляемый снаряд или еще что-нибудь. Вот примерно так это выглядело. 1804 год. Мы на грани войны. Поэтому вот как раз Захаров, это в документе написано, Захаров, судя по всему, по просьбе Александра I, который не мог стерпеть такого, как вот, гигантский оружейный завод, а вы чего тут? И, значит, вот Александр I, Дерябин, это опять Никонов его так изобразил, и Дерябин посылает Дудину задание, выполнит и там проект оружейного завода с арсеналом, и он его выполняет. Учебный проект. А почему именно с арсеналом? А потому что оружейный завод не может быть с арсеналом. Оружие надо хранить в отдалении от производства. Вот производство оружия на особо охраняемой территории. Понятно. И вот он этот учебный проект выполнил в Италии, как бы в конкуренции с этим вот французским проектом, но с ориентацией на античные проекты. Вот это причина появления Дудина здесь. А сколько мы туда было? Ну, в 75-м родился, 4-й год, 29 лет. Ну, конечно же, в проекте корпуса, в проекте главного корпуса оружейного завода Дудин мог ориентироваться на Адмиралтейство, но он, дело в том, что он его не видел. Дудин вернулся, досрочно вернулся из Италии в конце 6-го года. И только-только в 6-м году начали строить Адмиралтейство. То есть он его не видел, поэтому говорит, что вот наше... А потом в Петербург не приезжал, некогда было в Петербург ездить. Поэтому говорить о том, что наш главный корпус это копия Адмиралтейства, это абсолютно неграмотная чушь. То есть не верьте вот этим всем повторениям Адмиралтейства и так далее. Есть сходство, но сходство объясняется просто приемами классицизма. Одновременно с проектом самого завода, вот красным, тут я выделил, это генеральный план Ижевска, но его совершенно не видно, поэтому я его раскрасил. Это бледная такая копия, я его раскрасил, чтобы было понятно, что где есть. Красным здесь отмечен будущий оружейный завод, который так и не был построен. Желтым отмечены кварталы, которые должны строиться в ближайшие годы. Это проект 1808 года. Светлым таким коричневым внизу, такой квадратик внизу, это госпитальная площадь. Вы на этой госпитальной площади часто бываете.
Это базар. Сенная площадь будущая. Выше он нарисовал, естественно, дворец Дерябина, и от дворца Дерябина к пруду ведет что? Лестница. Эспланада. Эспланада. Нынешняя эспланада – это идея Дудина, еще заложена в 1808 году. Вот гениальность архитектора. Он так полюбил эту территорию, изучил ее, изучил весь опыт мирового зодчества, что вот он это все превратил в такой гармоничный, целостный ансамбль. Это город-завод, то, что единым словом называют, чисто уральское понятие. Город-завод. Город и завод – это единое, целое, очень гармоничное, целостное, все, вот тут, как говорится, взвешенно, отмерено, рационально. Вот это шедевр Дудина. Вот. Можно на секундочку назад верните, пожалуйста, если будете. Да, спасибо. Я его опубликовал во многих Все, книгах, надеюсь. спасибо. Это снова генеральный план самого завода, все цеха обозначены, что, как, вот, логистика там, этих переходов и так далее. Под башней ружье должно было проходить цикл по вертикали, внизу самые грубые операции, под башней самые тонкие операции. Впервые вот такое, вообще в мировой промышленной архитектуре такое сделано было. А скажите, пожалуйста, а вот то, что так вот они оружие так вот делали, да, там колотили, это у нас французская технология или это была российская технология? Если уж говорить, то вот в то время немецкая больше технология. А, немецкая технология. Ну потом уже где-то в середине 19 века тут и свои появятся наработки. Но пока, значит, конвейера не было. Ну, понятно, Конвейер появится только где-то там, конвейер. 80-е годы вот конвейеризация появится. Пока все очень примитивно. Это первая каменная церковь, построенная именно вот как церковь. Потому что Пророк-Елинская церковь, она, в принципе, из дома сделана, из первого дома Ретушевича. Это первая настоящая каменная церковь, это Троицкая церковь, та, которая сейчас на этом месте. Но сейчас вы ее не узнаете, она вся пристраивали, надстраивали. Сейчас от этого первой Дудинской, очень изящная церковь, у нее ничего не осталось. Она где-то там вот встроены все эти стены. Но была именно такой. И сам Дудин вот был похоронен около нее. Это как раз вот госпиталь, роскошный госпиталь. Это идея Дерябина. Один из первых госпиталей заводских, построенный по новой технологии, по новой планировке. Павильонная система. Раньше как был? Один барак, вот раньше, 18 век назад. А один барак, ну там все, холерные, и роженец там, и все в одном бараке. Павильонная система. Один павильон для тех, другой там для выздоравливающих, еще. Вот эта идея Дерябинская, Дудин ее воплотил вот в этот ансамбль. Это вся площадь должна была быть, госпитальная площадь. Но построили только один западный, вот эту нижнюю часть госпиталя построили. Восточную часть не успели построить, а потом пожар, погорело, потом тут был склад ложевых болванок, еще где-то в 50-е годы был, ящичный склад. А потом целиком всю площадь занял рынок. Ну и последнее – это арсенал. Арсенал сначала должен был быть, да, ну Дудин планировал, проектировал его еще в Италии. Арсенал должен был быть сначала примерно на месте Михайловского собора, то есть где-то на километр примерно западнее. Но потом оказалось так, что жилые кварталы разрастались очень быстро. Дудин не ожидал, что так быстро вот будет нарастать количество улиц будут нарастать одна за одну, до 13 дойдет. Поэтому арсенал ему пришлось переносить вот на нынешнее место, вот, где он находится. Он, очевидно, использовал вот свои итальянские наработки, очень оригинальные. Арсенал в форме буквы «П», покой в форме римского лагеря. Римский лагерь, походу, палатки ставятся, и получается буква «П», в центре командир там, и так далее. То есть это, я считаю, я со многими арсеналами сравнивал, Тульский, Московский, Златоустовский, какой там еще. Наш лучший арсенал. Лучший по планировке, по архитектуре, по удобству, по всем параметрам. А у меня такой дополнительный вопрос. Говорят, что арсенал построен на фундаменте какого-то бывшего здания. Нет, ничего тут не было. Поле, чистое поле. И вокруг него ничего нельзя было строить, поскольку это запретная территория. Ближе 100 метров к Красиле нельзя было.
И в советское время стой, стрелять будет все. Проволока и все. Так, ну вот, собственно, и